Без предметов роскоши и лишней атрибутики. Здесь все по-простому. На полу ковры, деревянные стены. Это мечеть, старейшая в Волгоградской области. Построена почти 260 лет назад. Пережив несколько войн и политических репрессий, за все время ни разу не закрывалась. Не переставала работать и во время ремонта. Там холодный коридор был, вот сделали большой коридор, комнаты для омовения сделали, капитальный ремонт сделали. Мечеть начала в одно время наклоняться, уже падать, потому что основания не было, фундамента как такового. Вот все это разбирали, поднимали домкратами, фундамент сделали. В общем, постоянно обновляется. Оставив обувь у входа и насущные проблемы за порогом, они погружаются в молитву. Люди разных возрастов и чинов под крышей мечети в селе Малые Чепурники становятся равными. Их объединяет джума-намаз или пятничная молитва. Это важнейшее событие в жизненном укладе мусульманской уммы. Молитва 5 раз в день. Чтобы оповестить верующих, не обязательно подниматься на минарет. Пользуются техническими средствами для усиления голоса. Сени, вестибюль и михраб – алтарная часть. Основное пространство отстроили практически заново. Теперь духовный дом мусульман вмещает до 150 человек. В просторном помещении и молитва звучит иначе. Была большая честь помолиться в этой мечети. Там действительно прекрасная, добрая атмосфера, прекрасная энергетика. И строение немножко отличается. И материалы постройки использованы, в основном это дерево. Сейчас мечети строят в основном из камня, из кирпичей. Раньше в селе было 2 мечети. Одну разобрали при советской власти. Это же стоит недвижимо, как и те, кто остался в селе защищать родину. В годы войны немцы оккупировали мусульманский храм в надежде укрыться от снарядов. Не получилось. 3 дня, что ли, пожили там этот. Так, откуда ни возьмись, такой появилась туча небольшая, и 3 их убила молнией. А потом они все вышли, выбежали, и все, больше не стали. Вот кругом дома разрушенные были, прямое попадание было, а вот мечеть так и осталась, может. Одноэтажный сруб небольших размеров с балочным перекрытием и скатной крышей. Это скромное здание имеет характерные формы сельских построек. Архитектура в традиционном стиле классицизма. Однако отличие от других старинных мечетей все же есть. Это необычный минарет. Эта мечеть пережила 2 войны, однако не устояла перед стихией. Примерно 70 лет назад сильнейший ураган снес минарет прямо на дорогу. Его восстановили, но с тех пор он стал значительно ниже. Исконно татарское село Малые Чепурники в 40 километрах от Волгограда. В августе 1942 года оно подверглось налетам вражеской авиации. Уцелели лишь 2 постройки – мечеть и школа, которая, в отличие от духовного дома, закрылась несколько лет назад. Здание сохранилось практически полностью. Кирпич к кирпичу так же плотно, как солдаты советской армии, плечом к плечу противостояли врагу. У Марьям Болитовой в этой школе учились несколько поколений родственников, поэтому она для нее – значительная часть воспоминаний. Бомбили Волгоград, нас все села отправили в разные места. А когда вернулись, осталось примерно 10 разрушенных домов. И вот все целиком, нигде ничего, даже царапины нет, мечеть и школа осталась. Здесь шли бои невиданной жестокости и в воздухе, и на суше. Война беспощадно прошлась своими гусеницами по судьбам жителей и сократила население Малых Чепурников почти в 4 раза. Теперь в селе проживает 800 человек. Многие часто приходят на братскую могилу, где захоронены более 1000 советских воинов, чтобы помолиться и почтить память тех, кого уже не вернуть. Инесса Козьмина, Антон Поляков, Игорь Переплетов. Пушкинское телевидение из Волгограда.